Добрый вечер. Вы смотрите программу «Якутия в деталях». С вами Надежда Саханская. В память о бойцах спецоперации и военкорах, которые трагически погибли при исполнении служебного долга. Совсем скоро на большие экраны страны выйдет уникальная лента, фильм «Алдан». В основе реальная история добровольца, который отправился в зону боевых действий и стал врачом на передовой. О том, чем уникальна лента и какой ее главный посыл, мы сегодня поговорим с режиссером Дмитрием Кольцовым. Дмитрий, добрый вечер. Здравствуйте. Но лента, насколько я понимаю, это совместный фильм Якутии и нового региона нашей страны Запорожской области. Как начиналось сотрудничество и вообще как пришла идея для таких совместных съемок? Идея пришла у продюсерского цеха. Был запрос, был посыл. И продюсеры Данила Куликов, он не из Якутии, он из Екатеринбурга, давний друг нашей республики, потому что спродюсировал достаточно большое количество проектов документальных, там, разных медийных. У него была идея совместить, предложить нашу идею и Запорожской области, на что представители Запорожской области с удовольствием откликнулись. И создалась вот эта вот новый проект. А какая история легла в основу фильма? Кто стал прототипом, что ли, главного героя? Да, сценарист Роман Владыкин, которому доверили эту историю. Идея вообще пришла Ивану Охлобыстину, которого подключили на начальных этапах формирования проекта. Иван Охлобыстин порекомендовал Романа Владыкина, с которым очень плодотворно уже работал до этого. И Роман Владыкин очень сильно вдохновился историей Николая Потапова. Николай Потапов, наш IT-предприниматель, человек настолько притягивающий к себе, и с ним настолько приятно просто находиться рядом, столько энергии, столько позитива. А Коля, когда началась мобилизация, ушел добровольцем, но так как у него было образование медицинское, он ушел медиком, получил ранение. На сегодняшний день он является обладателем Ордена Мужества, кавалером Ордена Мужества. И вот его история предпринимателя из Якутии, у которого все было хорошо, очень перспективно, но он принимает решение идти в зону специальной военной операции. Эта история очень сильно вдохновила сценариста и продюсеров картины. Когда мне показали сценарий, когда мне предложили участвовать, я с удовольствием познакомился с Николаем, я до этого его не знал. И мне было очень интересно, это был такой вызов, эту историю визуализировать, поставить в кино. А Алдан — это позывной главного героя? Да, позывной главного героя. В жизни у Коли был другой позывной, но Алдан, потому что все истории, которые вдохновлены реальными историями, они имеют право на художественные изменения, оформление, так скажем. Ну, конечно, конечно. Дмитрий, давайте напомним нашим зрителям, что мы работаем в прямом эфире, и задать вопрос гостю нашей программы можно по номеру 42 14 39 или же через мессенджер Telegram 914 235 05 02. Давайте поговорим еще и о звездном составе. Вот про Ивана Охлобыстина вы сказали. Еще и Дмитрий Дюжев успел там сняться. Как шла работа с таким интересным актерским составом? Для меня, конечно, это был большой вызов, огромный опыт, потому что до Алдана я снял всего один большой фильм, полнометражный, «Рядовой Черен». И мы, как правило, работали с теми, кто у нас есть. Самый, наверное, профессиональный актер, и я думаю, он может дать фору многим российским звездам. Это Дима Трофимов, который с удовольствием
с удовольствием с нами на тот момент поработал. И с Димой мне тогда было безумно интересно работать, потому что он тоже имеет опыт в российском кино. Но поработать с такими звездами, с такими отчасти недосягаемыми звездами для нашего продакшена было, конечно, безумно интересно. И я был очень удивлен тому, как работают на площадке и Иван Иванович, Дмитрий Петрович. Они настолько прислушивались ко мне, настолько показывали, что на площадке в плане их игры, в плане формирования их образа я руководитель. Сначала мне было даже немного неловко, я так тушевался, но потом и что Иван Иванович, и Дмитрий Петрович сказали: Дим, ты главный, мы к тебе прислушиваемся. И это был замечательный опыт. Это абсолютно два разных актера, совершенно с разными подходами к своим ролям. С Иваном Ивановичем может быть отчасти проще, потому что здесь с Иваном Ивановичем приходится включать какие-то мои, скажем так, навыки сценариста, потому что он любит немножко поправить реплики в сцене, которые более гармонично будут смотреться с его игрой, с его энергетикой. И тут мы вместе с ним начинали сразу оперативно что-то править, что-то улучшать под его образ. С Дмитрием Дюжевым вот ему надо было все четко объяснить, кто он, что его герой, как его герой сейчас оказался в этом месте, которое мы показываем, какая у него мотивация, что он сейчас испытывает и как он сейчас, какие эмоции он должен сейчас переживать. И это два разных подхода, но оба очень увлекательные, и для меня это огромнейший опыт, который я надеюсь применить дальше в нашем якутском кинематографе. А еще ведь Джефф Монсон попал в список актеров, который исполнил свою роль в фильме «Алдан». У нас есть комментарий его, как он отозвался о работе над фильмом. Давайте послушаем. Мне предложили роль. Не одну из главных, но тем не менее весомую и важную. Я играл солдата, американского солдата в этом фильме. Фильм про специальную военную операцию про солдат из Якутии, которые отправляются на СВО. Очень много действий в фильме — это экшн-муви, как сейчас модно говорить. Есть драки, сражения, боевые сцены, бомбы и взрывы. Если честно, это фильм про человеческие истории, про чувства, про покидание родного дома, земли, жертвенность, преданность родине и полноценную отдачу за Россию. Это будет очень эмоциональное кино. Вообще там смешалось все. Эмоции, экшен, любовь, все. А как велась работа с Джеффом Монсоном? У него не очень многословная роль, скажем так, и это понятно. Но на самом деле он настолько классно смотрится в кадре, он прям, камера его очень любит. Все супер. Мне приходилось иногда приходить на английский, мой не самый совершенный английский. Иногда с помощью переводчиков. И, в принципе, он сам неплохо владеет сейчас русским языком. Он тоже все понимал на лету и, к моему удивлению, не делал глупостей и играл очень хорошо для человека, который первый раз принимает участие в таком кинопроекте. Я прям, честно скажу, я был приятно удивлен. И зритель точно обратит на это внимание в кино, потому что Джефф, правда, он настолько харизматичен, с такой фактурой. Я думаю, что это не последняя лента, в которой мы его увидим. Но это будет интересно посмотреть. Не забудем и про наших якутских актеров. Как вообще складывалась работа между звездами нашего региона и звездами большого экрана? Наш такой немногочисленный десант из Якутии на съемочную площадку. Мы жили рядом, буквально
номера наши были очень близко с Ильей Яковлевым, актером, исполнителем главной роли. И еще у нас был представитель креативного кластера «Квартал труда», который помогал нам по работе с компьютерной графикой. Это нужно, потому что на сцене тоже кое-что чекать. И мы приезжали, как правило, втроем на площадку. Такая якутской команды нашей. И, конечно, все равно Илья очень скромный парень. И когда он начинал, были сцены, и он играл с тем же Дмитрием Дюжевым, с Иваном Ивановичем, все равно чувствовалось его такое. Впрочем, как и у меня. Я говорил: Илья, камера, мотор начали, и Илья превращался в того героя, который нам нужен. То есть, Илья не менее профессионален, и это отметили Дмитрий Дюжев и Иван Иванович. И они отметили это не для красивого красного словца на публику, а это было понятно в личных разговорах. Илюха молодец, Илюха главный герой этой картины. Да, везде на плакатах пишут Джефф Монсон, Иван Охлобыстин. Но это такие... Просто это имена, которые у всех на слуху. Да, но я хочу, чтобы все понимали, что главного героя и главный герой этой истории — это, конечно, Илья Яковлев, который сыграл самого Алдана. Давайте продолжим говорить про съемочный процесс. Где снимали? И сколько по времени заняли съемки? Ну, первые съемки у нас были год назад. Это был вторая половина декабря, примерно в этих числах, как сейчас. Мы снимали, это был якутский юнит, приехала команда, операторы, гримеры, художники по костюмам, художники. И мы снимали здесь сцены, у нас есть там сцены на зимнем Аласе. И это была такая проба пера для нас, для меня, в частности, было, это, кстати, было очень таким очень хорошим шагом, потому что если бы я сразу поехал в Москву, погрузился в большую команду, а здесь сначала они к нам приехали. Поэтому это было такое немного, чуть попроще. Да, мы отсняли тут, отсняли сцены на Аласе. Ну, понятно, что представители других регионов, не привыкшие к нашим холодам, морозам, и, конечно, при температуре минус 40-45 очень сильно мерзли. Техника была не совсем готова. Поэтому мы выделили всего один съемочный день для съемок на природе, вот на Аласе. Потом мы параллельно в этот день наши специалисты просканировали, отфотографировали всю локацию. И 2 смены мы перенесли в виртуальную студию виртуальных декораций в «Квартал труда». И там уже снимали крупные планы на фоне тех же снегов, но уже в тепле. С кофем. Это было, во-первых, была хорошая проверка наших технических возможностей. Мы прекрасно понимаем, что в Москве такие услуги стоили бы гораздо дороже, а качеством наши услуги не отличаются, где-то мы даже и лучше. Поэтому вот эта часть якутских съемок была очень важной и с точки зрения знакомства команды, и команды московской, что они в первую очередь переехали в Якутию и посмотрели, как здесь люди живут, и что такое, правда, минус 45. Но это чтобы увидели, что у нас тоже есть технологии, которые достаточно современные. А через полгода, после того, как закончились якутские съемки, летом, ближе к лету, мы уже стартовали в Москве. Съемки проходили по большей части в Московской области, разные локации, где-то локации окопы, где-то там заброшенные
заводы. Но все происходило вокруг Москвы. У нас были изначально, мы планировали поехать в Запорожскую область, где более достоверные, скажем так, виды и локации. Но с точки зрения безопасности команды, хотя в те места, куда мы изначально планировали, там была гарантия того, что работа пройдет ровно, без сучка и задоринки. Но для большей части команды, особенно специалистов, таких как световики и операторы, для них логистически это было очень сложно. И бюджет фильма не такой большой, как я понимаю. Нам очень важно было сделать это быстро, с минимальными расходами на логистику. Поэтому все снималось вокруг Москвы. А вот если мы с вами говорим о комбинированной съемке, да, вот то, что вы снимали в павильоне, там неужто незаметно, что там природа сфотографирована? Совсем нет? Нет, потому что это как раз та технология, которая сегодня очень интенсивно внедряется в кинопроизводство. Конечно, традиционно все эти новые технологии сначала используют компании рекламные, какие-то небольшие рекламные ролики, а потом киношники смотрят и видят, что да, это работает. Да, это так технология, которую мы интенсивно внедряем в креативном кластере «Квартал труда». И эта технология, вот к нам приезжают специалисты, я очень тесно общаюсь со специалистами VR и AR Сбера. Вот они к нам приехали, недавно представитель их, специалист Алексей Храмцов. Мы ему показали, как мы работаем. И сейчас все студии России знают, что у нас в Якутии есть студия. А важно понимать, что кроме технического наполнения этой студии, очень важно понимать, что у нас очень классные специалисты. Потому что одно дело, когда у тебя есть вот эти экраны, другое дело, нужно уметь ими пользоваться и создавать тот контент, который бы выглядел так, как нужно в кино. У нас на сегодняшний день это получается, и кадры из кинофильма «Авдан» нам сейчас показывают, что да, у нас получилось. Есть одна небольшая проблемка. Было тепло, как я уже говорил, была возможность пройти 2 метра и выпить горячий кофе, хотя ты вроде как на зимнем Аласе. Но не было пара изо рта, поэтому пар изо рта пришлось дорисовывать нашим специалистам по компьютерной графике, тоже в «Квартале труда». А если мы говорим про съемки сцен боевых действий, там как, консультировались с экспертами? Да, у нас был военный консультант. Кроме военного консультанта, который правильно показывал, как держать автомат, как правильно стрелять, были настоящие бойцы, которые могли сказать: ребят, ну вот здесь вот так не работает, должно быть вот так. И в этих моментах я полностью полагался, конечно, на их опыт. Я человек далекий от военного дела, старался, понимал, что эти люди, которые имеют, правда, опыт. И я уверен, что мы все сделали правильно, потому что нас консультировали люди с большим опытом. И это не только опыт, это дело не в опыте там, СВО, да, а у них большой вообще военный опыт. Поэтому какие-то мелочи, какие-то вот детали, на которые обратят внимание люди, которые в этом знают толк, я думаю, все будет правильно. Но обычно как раз-таки из мелочей и деталей составляется общая картина. Да, я люблю говорить, что качество, оно в деталях. Я думаю, что, наверное, самый честный ответ дадут те, кто уже посмотрел этот фильм, потому что предпоказ в Москве состоялся. Давайте послушаем, как приняли фильм первые зрители и критики.
Знаете, смотрели просто на дыхание и понимали, как там сейчас. Потому что наши мужья также находятся там. У меня муж, он медработник. Так что просто восхитительный фильм. Вообще общее впечатление хорошее очень. Но до сих пор вот здесь вот болит, конечно, и за детей, и за ребят, за всех, которые там воюют. Ну, всем рекомендую посмотреть. А сейчас самое важное — довести этот фильм до зрителей в кинотеатрах, в онлайн-кинотеатрах, чтобы они увидели в вузах, СУЗах. И они уже будут оценивать. Таких фильмов просто больше должно быть. Поэтому оценивать должен зритель. А вы ведь тоже находились в зрительном зале, когда был предпоказ? Да. Какие эмоции испытываете вы как режиссер, когда смотрите на свою работу уже в финальном ее исполнении? Ну, скажем так, это была не полностью финальная версия. У нас в зале был размещен специальный QR-код, потому что финальная версия выйдет в прокат в феврале, и мы специально сделали так, чтобы собрать мнение. Некоторых сцен там не было. Это было сделано специально, потому что полностью все карты раскрывать мы не хотели до премьерного показа. И да, это было очень, это всегда волнительно. Особенно понимая, что кроме тебя здесь работает еще большое количество людей. Если мы возьмем рядового Чарина, то над фильмом работал я и еще пара человек, но сценарий был мой. Я там играл, но это была полностью авторская история. Здесь очень сложно оценивать, очень волнительно, потому что я не только я здесь режиссер, но история написана другим человеком, и каждый департамент делал свою работу. Это новое ощущение, это так работают большие компании, и это нормально. И здесь ты понимаешь, что вот ты смотришь на свою часть работы, на то, как отыграли актеры, на то, как правильно ли я их настроил. Но есть еще ряд технических моментов, за которые тоже отвечаешь ты. И поэтому ты за это волнуешься еще больше. Потому что если где-то ты сам допустил ошибку и тебе сказали, что вот это плохо, ну да, это я. А если ты не увидел где-то какого-то момента, не учел, что кто-то что-то сделал не так, и приходится отвечать за него, поэтому это было такое двойное волнение. Но, опять же, повторюсь, это был предпремьерный показ, и это очень важно было собрать мнение людей, насколько вообще сама история понравилась, что, может, что-то кому-то стало непонятно. И мы эти мнения собрали, и сейчас работа продолжается, она, конечно, уже финальная. Но некоторые правки мы все-таки вносим для того, чтобы когда фильм выйдет уже в прокат большой, ошибки были все учтены. И это делают практически со всеми фильмами большие студии, собирают фокус-группы, но у нас фокус-группа была, вот, видите, вот такая вот, несколько нестандартная. Но это очень хорошо. А ведь обычно бывает так, что у фильма есть кинотеатральная версия и есть режиссерская. Фильм «Алдан» такой будет? Сложно сказать. Мне, конечно, было интересно сложить, смонтировать абсолютно свою версию, но насколько это будет возможно, я надеюсь, что, может быть, через какое-то время я бы сделал бы режиссерскую версию. Но пока та версия, которая выйдет, она не сильно будет отличаться от режиссерского видения. Но, например, Роман Владыкин, который был сценаристом у картины, он сказал, что хотел бы снять глубокий философский фильм. Совпали ли желания с результатом? Ну, тут, знаете, глубина и философскость фильма, она измеряется людьми и зрителями. Кто-то увидит глубину
и глубокий философский смысл. Кто-то не увидит этого. А как по моим ощущениям, да, мы затронули очень важные темы в этом фильме. У нас есть важный жизненный выбор. Ощущается, есть то, что у человека судьба может вот так вот раз поменяться. Там есть о чем задуматься, есть над чем поразмыслить. И на самом деле это очень сложно в одну историю, особенно в такой боевик, вложить еще и глубокие философские смыслы. Но мы постарались. И важно заметить то, что наш главный герой, он практически он никого не убивает. Он проходит этот путь и никого не убивает, хотя он идет воином. Но он медик, он спасает. Сейчас, когда уже основной фронт работ завершен, съемки закончены, премьерный показ фильма предпоказ фильма уже состоялся, чем занята съемочная группа? Ну, съемочной группы как таковой уже она расформирована. Все представители съемочной группы на разных других проектах работают. Где сейчас мне сложно сказать. А вот группа, которая занимается постпродакшеном, в частности, группа моих ребят в нашей студии по визуальным эффектам, мы взяли большой объем по визуальным эффектам. Это взрывы разные, где-то там клинап, где-то надо дорисовать разбитые стекла, где-то кровь, где-то потертости, где-то грязь и куча работы, которая должна выглядеть так, как будто там нет компьютерной графики. И я очень рад, что продюсерская группа доверила нашим специалистам эту часть работы. Руководство «Квартала труда» согласилось, поддержало нас в нашу идею сформировать студию визуальных эффектов. И мы вот под этот проект взяли ребят. Я и Петр Гуляев. Мы с ним вдвоем делали визуальные эффекты для рядового Черина. Вдвоем сидели там, ночами и рисовали, там, вырезали синий фон и рисовали взрывы. И на этот раз мы взяли еще ребят, молодых, очень талантливых, способных. И вот сейчас мы доделаем какие-то элементы, где-то что-то затираем, где-то что-то правим, потому что после того, как посмотрели фильм широкий, достаточно широкий по сравнению с съемочной группой, с широкой аудиторией, нам указали на ряд ошибок, которые надо поправить. Поэтому сейчас по нашей части работа еще ведется. И, как правило, она ведется практически чуть ли не до последних дней премьеры. И я часто говорю, если бы я знал, что «Рядовой Черин» выйдет на федеральном большом канале 9 мая, я бы его до сих пор бы не доделал. Даже так? Да, потому что там всегда есть что править, всегда есть... Нет предела совершенства. Поэтому вот эти технические моменты, они всегда где-то там потираются. Этого может не увидеть большой зритель, но мы-то это видим, и нам это не дает покоя. Что тот же, если брать «Властелин колец», там тоже очень много разных шероховатостей, которые мы, специалисты, видим. А зритель просто идет, и нравится это кино. Так же и у нас. Но ведь это ваша вторая картина на военную тематику. А вот в каких жанрах или, может быть, темах вы хотели бы себя еще попробовать? Вы знаете, я перед тем, как получить предложение поучаствовать в проекте «Алдан», мы практически уже запускались в новом моем проекте, в котором я поддержал Министерство культуры республики. На
научная фантастика. Я всегда мечтал снимать научную фантастику, и надеюсь, я все-таки ее сниму. Но так как руководство республики мне доверило участие в качестве режиссера в таком ответственном проекте, как «Алдан», мне пришлось поставить паузу. Тот проект, поставить его на паузу. И вот сейчас мы уже скоро приступим непосредственно к съемкам фильма, рабочее название «Проект «Звезда». Это научная фантастика про... По Беляеву? Нет. По оригинальному сценарию? По моему сценарию. По вашему сценарию? Да, по моему сценарию. Там будет физика, там будут электромагнитные волны, там будет огромное количество всяких разных интересных Есть штук. где фантазию разгуляться. Да, и у нас важно понимать, что у нас есть технические возможности и очень хороший потенциал наших специалистов. И тут мы хотим, конечно, реализовать все свои хотелки, все свои мечты в плане визуальных эффектов в этом проекте. Ну, скорее всего, это получится. Возможности это у нас более чем солидные. Самое главное, когда ждать премьеры «Алдан», вы обмолвились, что она будет уже в феврале будущего года? Я сейчас не могу сказать точную дату, но это февраль будущего года. Мгм. И какие планы на год грядущий? Планов очень много. Конечно, это вот проект «Звезда». Россия, широкий российский зритель требует, прям, вот это я не утрирую, я езжу в такси в Москве, очень просят сделать продолжение «Ледового Черина». И еще есть несколько проектов очень интересных. Работать и развивать, работать на благо феномена якутского кино и делать наше кино еще более популярным. Очень много работы с молодежью, очень много работы с новыми людьми, которые приходят, которые хотят проявить себя. В целом очень много работы в этой части, в этом сегменте культурном. И следующий год не будет исключением. Ну, это звучит очень интригующе. Хочется пожелать вам дальнейших творческих успехов. Дмитрий, большое спасибо, что нашли для нас время. Будем с нетерпением ждать, скорее всего, февраля 2025 года, чтобы по достоинству оценить вашу картину, которую совсем скоро уже увидим на больших экранах. Приходите к нам еще, будем рады видеть вас в нашей студии. Спасибо за приглашение. Ну а на этом выпуск программы «Якутия в деталях» подошел к концу. С вами была Надежда Саханская. Смотрите нас по будням в 19:15 и расскажем обо всем в деталях.